И напомню, с 20 марта постановлением правительства России в Коми введен временный порядок оформления больничных листов и выплаты пособий людям, находящимся под карантином по коронавирусу. Об этом на пресс-конференции с журналистам рассказал управляющий региональным отделением Фонда социального страхования Роман Жалоба. Это касается тех граждан, которые прибыли из зарубежных стран. Им необходимо дистанционно через личный кабинет на сайте фонда подать заявление. Руководитель ведомства напоминает, для этого не надо посещать медицинское учреждение или ФСС. В этом заявлении он указывает все свои персональные данные, а также данные о своем страхователе. Это заявление уходит в медицинскую организацию, которая оформляет электронный листок нетрудоспособности при карантине. Далее Фонд социального страхования связывается с работодателем и выплачивает пособие застрахованному лицу напрямую. Больничный выдается на 14 дней. Оплата производится частями. Первая через 7 дней, вторая после закрытия листа. ФСС гарантирует выплаты работающим гражданам, если у человека нет возможности подать заявление в личном кабинете. На этот случай работает горячая линия по телефону в Сыктывкаре 28 41 04. Кроме того, можно воспользоваться страницей фонда ВКонтакте. ФСС предусмотрел как заочный дистанционный порядок обращений, так и очный. Роман Жалоба также отметил, что больничный выдается не только застрахованному лицу, но и всем членам семьи, которые работают. В этом случае надо подтвердить факт совместного проживания. В случае отсутствия такого документа ФСС не вправе отказать в приеме заявления. Гражданин может заявить информацию декларативно, но отсутствие документа станет основанием для проверки.